Здравствуйте, с вами Куралай Ахметова. Я расскажу вам о главных спортивных событиях, прошедших в Шымкенте и Казахстане к этому часу. Смотрите сегодня в нашей программе. Еще один допинг-скандал с казахстанскими тяжелоатлетами. Кто из штангистов попался в употребление запрещенных препаратов. Сборная Казахстана все еще вторая в медальном зачете на международном турнире «Дети Азии». Южно-казахстанская боксерша Жайна Шекербекова о главных соперницах в борьбе за медали Рио. Самые сильные люди живут в Шымкенте. Южно-казахстанские пауэрлифтеры вновь лидировали на чемпионате страны. Очередной допинг-скандал, связанный с казахстанскими тяжелоатлетами. В этот раз на употребление запрещенных препаратов попались Владимир Седов и Мария Гробовицкая. В Национальном олимпийском комитете объяснили, что запрещенные вещества были обнаружены в допинг-пробах, взятых во время Олимпийских игр 2008 в Пекине. Напомню, Владимир Седов тогда занял 4-е место в весовой категории до 85 килограммов, а Гробовицкая завоевала бронзу. Если Седов не докажет свою невиновность, то Международная федерация тяжелой атлетики может пожизненно дисквалифицировать казахстанца. Действующий чемпион Азии уже был отстранен от спортивной деятельности в 2006 году. В Якутии продолжается международный турнир «Дети Азии». Сборная Казахстана по-прежнему занимает 2-е место в турнирной таблице, пропустив вперед спортсменов из Сибирского федерального округа. В активе наших земляков 83 медали, 23 золотых, 27 серебряных и 33 бронзовых. Соревнования завершатся 17 июля. Южно-казахстанская боксерша Жайна Шекербекова дебютирует на Олимпийских играх. Спортсменка будет представлять нашу страну на соревнованиях по женскому боксу в весовой категории до 51 килограмма. Лицензию в Рио мастер спорта международного класса завоевала на домашнем чемпионате мира в Астане в мае. С этого момента чемпионка Азии 2010 ведет активную подготовку к главным стартам четырехлетия. Учебно-тренировочные сборы прошли в Алматы. Теперь ожидается заключительный УТС в столице Казахстана. Многократная чемпионка страны в международном рейтинге в своей весовой категории сейчас занимает 2-е место. Мечта любого профессионального спортсмена выиграть золотую медаль на Олимпиаде. Никто не едет на соревнования с мыслью о поражении. Своими главными соперницами я считаю великобританку Адамс. Она становилась 2-кратной чемпионкой мира и победительницей Олимпиады. Есть еще много достойных спортсменок из Китая и Таиланда. Шымкентская легкоатлетка Регина Рыкова может не поехать на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Бегунья специализируется в спортивной ходьбе на 20 километров. Однако помимо Рыковой путевки в Бразилию завоевали еще 3 казахстанки, тем самым заполнив максимальное количество олимпийских квот, выделенных для нашей страны. Регина Рыкова, самой первой из отечественных спортсменок, выполнила необходимый олимпийский норматив в спортивной ходьбе. Путевку в Рио она получила еще в марте на чемпионате Азии в Японии. На последнем чемпионате республики в Алматы тренерский штаб выбирал спортсменок для участия в Олимпиаде, но Регина не смогла дойти до финиша и попасть в число призеров. Регина у нас первая выполнила из 4 девушек, которые выполнили лицензию на Олимпиаду. Она выполняла первая и с лучшим результатом на сегодняшний день. Но кто из 4 поедет в Рио, еще пока решается. Вопрос открытый. Даже если Регина Рыкова войдет в олимпийскую сборную Казахстана, то достойно защитить честь страны на главных стартах четырехлетия в Рио-де-Жанейро будет довольно сложно, считает опытный наставник, старший тренер городской спортивной школы номер 2 Валерий Иванов. Сейчас она должна была отдыхать психологически в первую очередь. И на Олимпиаде она могла показать личный рекорд. При такой расстановке, при такой ситуации она может показать далеко не свою, потому что психологически, морально она уже опустошена. К сожалению, до этого доводить было никак нельзя. Казахстан на олимпийских соревнованиях по легкой атлетике представит 21 спортсмен. Турнир пройдет с 12 по 21 августа. Будут разыграны 47 комплектов наград, 24 у мужчин и 23 у женщин. Сейчас вся казахстанская сборная находится на заключительных учебно-тренировочных сборах в Португалии. Сборная Южно-Казахстанской области по пауэрлифтингу и жиму лежа в очередной раз подтвердила титул сильнейших в стране. На республиканском чемпионате они завоевали 17 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых медалей. Звание чемпионки Казахстана в жиме лежа завоевала 23-летняя Азиза Абдураимова. Чемпионка мира по пауэрлифтингу 2 года кряду становилась второй на национальных первенствах. Но в этот раз девушке покорилась самая большая штанга соревнований весом 150 килограмм. Ее ближайшая соперница из Павлодара Ксения Ахатенко подняла только 115 килограмм. Хочется стать первой, показать, что ты сильная, что не зря готовилась. Впервые в жизни сделала в жиме лежа мастера. Даже не мастер, а международник идет. Международник идет 145, а я запасом 150 пожала.
Для двукратной абсолютной чемпионки мира по жиму лежа Ксении Хан республиканские старты стали лишь очередной подготовкой к международным состязаниям. В этот раз она сменила весовую категорию с 72 до 63 килограммов, но все равно заняла первое место. Как признается чемпионка, защитить свой титул намного сложнее, чем завоевать его в первый раз. Подтверждать, конечно, тяжело. Достаточно легче прийти и выиграть. Потому что ты не знаешь, кто внезапно может прийти и наступить тебе на пятки. По итогам чемпионата страны 12 шымкентцев в составе национальной сборной будут защищать честь Казахстана на чемпионате Азии по жиму лежа в Ташкенте в октябре. Еще один наш земляк будет бороться за медали молодежного чемпионата мира в Польше. Большое количество участников было, 400 человек было, 12 регионов представляли. Вот. Ну, мы по итогам соревнований заняли первое общекомандное место среди женщин и второе общекомандное место среди мужчин. Но подводились итоги не только женщины, то есть и молодежь, то есть и девушки, и юниорки, и женщины. То есть большой такой зачет командный был. То есть мы первые, как всегда, мы лучшие. Главный старт, на который делают основную ставку шымкентские пауэрлифтеры, это чемпионат мира по жиму лежа в Америке. Первенство планеты пройдет в апреле 2017 года. 16 июля впервые в Шымкенте пройдет чемпионат города по подтягиванию на турнике. Организаторы турнира, молодежная организация «Баскажол», подготовила для победителей и призеров множество подарков и призов от спонсора соревнований компании «Алтынден». Пока предварительные заявки для участия в состязаниях подали 50 воркаутеров, но не все желающие смогут побороться за денежный приз в размере 15 тысяч тенге. Главное условие – умение правильно подтягиваться на турнике более 25 раз. Соревнования пройдут в субботу 16 июля на новой воркаут-площадке на реке Кошкарата. Занять нашу молодежь в каникулярное время чем-то здоровым, да? В нашем случае это соревнования по воркауту. Ребята там подключаются, сразу звонят на WhatsApp, на телефон, да? Мы их регистрируем. Зарегистрировалось около 40-50 человек, но вот 15 это самые сильные, они будут между собой бороться. Ну и плюс ко всему на месте соревнований каждый желающий может подойти и поучаствовать. На сегодня у меня все. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. До свидания.